Поэтому начните приходить пошагово вверх. Пошагово вверх. Отказывайте. Если вы хотите делать бизнес, откажитесь только ради себя. Откажитесь. Начните думать о том, как делать этот бизнес. Вы могли бы действительно принести пользу большому количеству людей. Когда вы начнете так думать, сам Всевышний начнет руководить ваш бизнес, руководит вас. И тогда Он дает жизнь этому цель, этому мыслю. Это как тот садовник, да? Аллах дает жизнь этому дереву, а труд выращивает дерево. Понимаете, Всевышний дает жизнь вашему мыслю, а ваш труд, она начинает помогать вам это достигать. Один без другого не работает. Я видел много успешных людей, которые стали богатыми, ребята. Но у них в богатстве было одно плохое. Знаете, что было? Бесполезно вам собрать деньги. Почему? Это вы, это ваш сын, это ваш... Кто это? Внук. А вы знаете, что почти 99,99% состояния растворяется на третьем поколении. Исчезает. Просто растворяется. Вы создадите состояние, а на третьем поколении она исчезает. А вы знаете об этом? Тогда зачем? Тогда зачем пахать столько? 99,99% это, понимаете, статистика мирового уровня. Тогда зачем? Но есть 0,1% все-таки, те, которые могли. Вам нужно четко понимать, к какому категории хотите относиться. Мой совет к вам такой. Не делайте бизнес только ради себя. Не делайте ради того, чтобы чуть-чуть зарабатывать деньги. В вашем бизнесе должна быть какая-то смысла. Понимаете? Она заставляет. Понимаете, какая-то боль должна быть. Какая-то реальная внутренняя боль, которая реально заставляет вас не сдаваться. Когда вам тяжело, когда вам трудно, когда не получается, все идеально, как вы хотите. Когда не все так гладко, как вам казалось бы. Что вы при первой трудности вы не бросили его. Если бизнес только делается ради денег, я даю вам слово, вы далеко не пойдете. Потому что постоянно брать от жизни нельзя. Кто меня понял? Постоянно брать от жизни нельзя. Ваша жена, если постоянно у вас денег просит, даже и ненавидите ее. Я честно скажу вам. Если ваш брат постоянно у вас долг просит, на ваших глазах падает. Ваш друг тоже. Постоянно от жизни брать нельзя. Есть мера, где надо знать. Закон жизни сначала давай, потом бери. А народ наше большинство наоборот. Фермер что делает? Закон жизни, она фермер. Посмотрите, что делает фермер? Давайте путь фермера, отследим путь фермера. Что делает в самом начале фермер? Сначала готовит землю. Готовит землю. Еще ничего не сеет. Потом сеет. А потом ухаживает. Согласны? И сколько времени ухаживает? 3 месяца, 6 месяцев. Так? Вот где-то. А сколько времени займет сбор урожая? 10 дней. Вот она, 10 дней. Вот здесь. Вот это он собирает. А везде он только дает. Относительно, посмотрите, 1 к 10. 10 раз больше времени, усилий дает, только тогда один забирает. Видите, каков закон жизни? Я вам сказал основной секрет. Не знаю, вы поймете меня сейчас или нет, но я вам сказал основной секрет. Это делает меня мультимиллионером. Даже в период кризисов, постоянно, хоть что бы ни было, как бы тяжело ни было. Я не знаю других секретов, ребята. Если вы хотите, чтобы через Акашка, Агашка, Амашка, или там кто-то там кого-то приватизировать, стать успешным, такие секреты у меня нету в кармане. Потому что я так не разбогател. Я не занимал никакие посты, понимаете?
Я не получаю никакие наследства. Я не знаю таких секретов. Я не могу подойти к кому-то просто подхалимчничать, чтобы получать чего-то. Я не стал таким богатым. Мне Аллах дал только потому, что я начал эти вещи осознавать. Я верю в это. Я верю, что тот человек, который на первое место ставит, какую пользу я принесу, делая этот бизнес, и начнет на эту точку быть, этот бизнес всегда прибыльный. Всегда прибыльный. Думайте об этом. Сделайте еще лучшие условия, лучшие услуги. Какую-то проблему решайте. Не делайте бизнес просто так. Я вам сказал в самом начале, бизнесмен и хизматбор и халкай. Так сказал, он все платит. Вы должны понимать, что все от вас хотят что-то. И вы должны быть умными, что всем им помогать. Потому что Аллах выбрал через вас кормить их. Кто понял? Поэтому ноша бизнесмена, она непростая ноша. Правую руку поднимаем, обнимаем соседу. Скажем, твоя вина, что выбрал стать бизнесменом. Теперь нечем жаловаться жизнью. Теперь нечем жаловаться жизнью. Выбрал слово бизнесмена. Вот это тяжелая мишень. На твой труд дано риск многих людей. Кто теперь понял? На твой труд дано риск многих людей. И тебе надо пахать и пахать. Но тот день, когда ты только начнешь о своем желудке думать, это изменяет всю картину. Поэтому вся бизнес, его моральные ценности, смысл в нем, это намного важнее, чем деньги, которые ты получаешь. Деньги это как тень. Понимаете, как тень. Куда идешь, тень идет же, правда? Это деньги как тень. Деньги гарантированно будет. Позаботьтесь об этом, то, что я вам говорил. Главная задача делайте вот этого. И старайтесь, чтобы это принес пользу большее количество людей. Поверьте моим словам. Ваш бизнес гарантированно станет мультимиллионным. Я вырастил 28 долларов миллионеров за около 5 лет. Моя методика работает. Понимаете, сначала, когда это помогло мне стать миллионером, я думал, могу ли это научить кому-то? Я попробовал это обучать других. Она работает. Она действительно работает. Это другое. В чем заключается это? Научись масштабно мыслить, научись объединить. Сначала откажись только ради себя зарабатывать. Откажись. Научись прозаить. То есть, знаете, пройти через себя. Я думаю о том, как я могу делать бизнес, чтобы большее количество людей это помогло. Думай об этом. Тогда Всевышний начинает помогать тебе. Объединить духовные ценности и материальные. Потому что вода, песок вместе, объединяя, создают жизнь. Мужчина и женщина объединяя, создают жизнь. Не бывает в одиночке ничего. Когда духовности ты начнешь молиться, духовные ценности, благодать заниматься, делать духовные ценности, продвигать пользу, тогда сама Всевышний дает тебе возможности больше. А теперь одновременно управлять свой академический ум. Развивай, чтобы ты был профессионалом. Послушайте меня внимательно. Кто из вас заметит, что иногда родственника вы берете, говорите, вот давай вот эту работу делай, он не делает, бросай уйдет. Возможность есть, но у него Аллах не дал ума, чтобы эту возможность использовать. Уловили? Видите? А есть еще другой. У кого-то ума есть, возможности нет. Поэтому, если вы духовно работаете над собой, постоянно у вас будут возможности. Уловили? А если вы умственно развиваете, вы будете профессионалом, что когда эти возможности появятся, вы будете держаться за них и их что использовать. Поэтому нужно и то, и то. Поэтому Аллах давал 2 уши, 2 глаза, 2 руки, 2 нога. Только одну вещь делал один – рот. Я всему, чему учусь, я учусь от природы. Я постоянно над этим размышляю. Потому что в Коране где-то читал в каком-то суре, тафсир Корана, что было написано:
Умеете, мы создали для вас примером. Я думал, ух ты, вся секрет в этом мире вокруг есть. Надо их искать. И я начал об этом размышлять постоянно. Годами работая над этим направлением. Я начал видеть те вещи, которые обычный человек не видит. Это правда. Я начал заметить те мысли, которые в голове обычного не появятся.